Прерванная мелодия жизни Асана Рифатова. В библиотеке имени Гаспринского провели мероприятие, посвященное 120-летию выдающегося композитора, основоположника профессиональной крымско-татарской музыки. Почтить память музыканта пришли преподаватели и студенты, музыковеды и любители крымско-татарского фольклора. Мероприятие украсили своим прекрасным пением победительница конкурса Джанлы Сес Мавиле Мамбетова и ученики музыкальной школы. Асан Рифатов родился 19 декабря в 1903 году в Бахчисарае. Любовь к музыке он проявлял с раннего детства и за свою недолгую жизнь внес огромный вклад в развитие и возрождение крымско-татарской музыки. Асан Рифатов создал первую крымско-татарскую оперу «Чора Батыр». В 1925-26 годах он принял участие в научной экспедиции по Крыму вместе с Усином Баданинским и Османом Акчокракло. Им удалось собрать богатейший материал по этнографии и археологии крымских татар. Асан Рифатов собрал больше 300 народных песен и мелодий, которые вошли в книгу «Крым-татар Ерлары». Написал около 50 произведений. Его труды бесценны и являются фундаментом профессиональной крымско-татарской музыки. Асан Рифатов – это явление в крымской музыкальной культуре и, в частности, крымско-татарской музыкальной культуры, потому что он был основателем именно профессиональной музыкальной культуры крымских татар. Он написал очень много музыки к драмам различным, в театре работал, писал музыку к драмам. Кроме этого, фортепианные его произведения, симфонические и так далее, огромный вклад был в нашу народную музыку, именно как профессионал-композитор. По тем источникам, что нам известны, что он сделал и что было им создано, это очень глобальная фигура. В любой нации, в любом государстве считаются основоположником профессиональной национальной музыки тот, кто напишет первым оперу, первым симфоническое произведение на национальной основе. Вот это все было сделано Асаном Рифатовым. 92 senede İldar Bey, Seyit Bekirov bizim kitapxonemizga onun fondunu hediye etken edi. Biz onu böyle bir koz bebegi gibi bütün fondlarımızın yaxşını etemiz, qorchalaymiz, saqlaymiz ve Asan Rifatovga kelganda ayrıca böyle bir o'zin muhim yeri var. Çünkü bilesiz, quvonchli aytam, kun bir talebe olsun, hoca olsun, Asan Rifatov'un fondundan mümkünüm faydalanma deb kelip soraylar. Elbette bu bizim hazinemiz, bütün Kırım Tatar halkının ve Türk halklarının içinde büyük bir hazine. Асана Рифатова не стало в 1938 году. В реабилитационном документе сказано, что он умер в заключении, но его произведения продолжают жить, а его имя горит яркой звездой на небосклоне крымско-татарского музыкального искусства.